Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о главных темах. Жители Дальнего Востока смогут купить субсидируемые авиабилеты со следующего года. Районные больницы республики получили новые медицинские мобильные комплексы в рамках федерального нацпроекта «Здравоохранение». Турмаршруты по Якутии стали победителями проекта «Открой свою Россию». Ледовый каток открыли в Ленске, рады ли жители новому культурному объекту. Якутский школьник решил самостоятельно осуществить свою новогоднюю мечту. Энтузиазм мальчика оценили пользователи соцсетей. Закон о расширении механизма единого налогового платежа вступает в силу с 1 января. Возможностью заплатить налоги авансом теперь смогут воспользоваться компании и индивидуальные предприниматели. Сейчас каждый платеж перечисляют в бюджет отдельным платежным поручением. Из-за того, что для разных транзакций предусмотрены различные банковские реквизиты, налоги, пени и штрафы уплачиваются отдельно друг от друга. Бизнес сможет воспользоваться единым налоговым платежом с 1 июля по 31 декабря следующего года на добровольной основе. Для этого необходимо будет подать в электронной форме заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или проживания ИП. Также с 1 января вступают в силу новые правила выплаты пенсии. Право на страховую пенсию получают женщины в возрасте 56,5 лет и мужчины в возрасте 61,5 года. Во-первых, пенсии защитят от списаний в случае признания пенсионера банкротом, например, если он перебрал кредитов. Во-вторых, расширен список беззаявительного оформления и получения пенсий. Так, в случае увольнения гражданина предпенсионного возраста сотрудники органов служб занятости обязаны подать заявки о назначении досрочной пенсии, если он не может найти новую работу. В случае инвалидности, социальных доплат для граждан от 80 лет, получающих страховую пенсию в случае потери кормильца, автоматически начислят самый выгодный вариант – страховая пенсия по случаю потери кормильца или по старости. И для сельских пенсионеров, переехавших в город, сохранят сельскую надбавку. На льготные авиабилеты для жителей Дальнего Востока в 2022 году выделят 12 миллиардов 300 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Ожидается, что льготными билетами в следующем году смогут воспользоваться более 1 миллиона 400 тысяч человек жителей с постоянной регистрацией в регионах Дальнего Востока, а также льготные категории: молодежь до 23 лет, женщины старше 55, мужчины старше 60 лет, многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями здоровья. 11 районов республики получили новые медицинские мобильные комплексы на базе КАМАЗов. Уже завтра они отправятся в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, жители которых смогут пройти диспансеризацию, а также получить квалифицированную медицинскую помощь. Евгений Тайтонов побывал на торжественном вручении ключей. Передвижные мобильные комплексы на базе КАМАЗа созданы специально для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. 11 автомобилей с повышенной проходимостью были закуплены в рамках федерального нацпроекта здравоохранения, регионального проекта развития первичной медико-санитарной помощи. На эти цели было выделено 235 миллионов рублей. Я специально просил Министерство здравоохранения России, чтобы именно на республику было выделены средства как раз для покупки этих мобильных комплексов, потому что они наиболее приспособлены для наших труднодоступных населенных пунктов. Сегодня вот уже 11 первых поступили, и они будут работать как раз в сельских населенных пунктах, чтобы обеспечивать на местах и профилактику, диспансеризацию, оказание первичной медицинской помощи жителям наших населенных пунктов. Передвижные фельдшерско-акушерские пункты оснащены всем необходимым медицинским оборудованием для диагностики, лечения и обследования. Так, в каждом автомобиле есть тонометр, электрокардиограф, автоматический анализатор гемоглобина, глюкозы, холестерина, весы с ростомером и другие. А компьютеризированное рабочее место позволит заполнять все необходимые медицинские документы в электронном виде и отправлять в общую базу данных. Такой техники не было. Это вот действительно первый раз мы закупили, и в таком количестве для районов республики это очень хорошо. И хорошо, что вот год здоровья завершается именно таким
таким очень хорошим событием. И, в принципе, это необходимо для доступности населения республики медицинской помощью, медицинской диагностикой. Глава региона Айсен Николаев в торжественной обстановке вручил ключи от долгожданных мобильных комплексов главным врачам районных больниц. Уже завтра некоторые из них отправятся в отдаленные и труднодоступные населенные пункты. Помимо плановой диспансеризации и профилактических осмотров, техника будет использоваться и во время пожароопасного сезона, а также во время паводков. У нас есть зоны подтопляемые, и некоторые населенные пункты вот как раз-таки могут быть под угрозой оказаться. И на данных медицинских комплексах мы сможем развернуть медицинский пункт и оказывать как экстренную, так и неотложную медицинскую помощь на базе как раз-таки этого вездехода. Вот, и сможем пробраться в любую точку нашего улуса для оказания медицинской помощи нашему населению. В начале следующего года власти республики закупят еще 3 медицинских передвижных мобильных комплекса. В настоящее время ведется их сборка. Реализация проекта призвана обеспечить качество и доступность медицинской помощи на первом уровне системы здравоохранения Якутии. Евгений Тайтонов, Григорий Николаев, Якутск. Глава Якутии поставил задачу не снижать темпов вакцинации в новогодние дни. По данным Управления Роспотребнадзора по республике, на 28 декабря первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 522 928 человек, что составляет 73% от взрослого населения республики. Также Айсен Николаев поручил региональному правительству по итогам года проработать меры поддержки и поощрения районов, которые являются лидерами по темпам вакцинации. Более того, прививочные кабинеты и лаборатории в Якутии будут работать бесперебойно в новогодние дни. По информации министра здравоохранения региона Лены Афанасьевой, в медицинских учреждениях сформирован необходимый запас лекарственных препаратов. Для обслуживания вызовов в праздничные дни дежурные бригады скорой медицинской помощи будут усилены. Переходим к эпидобстановке в республике. Стоит отметить, что за минувшие сутки отмечено 95 заболевших, из них 27 в Якутске. В Сунтарском районе 12 случаев заболевания, в Нерюнгринском 8, в Алёкминском и Хангаласском по 6, в Алданском, Ленском, Среднеколымском районах по 5 случаев заражения. Еще в 10 районах заболели от 1 до 4 человек. Между тем, проверки соблюдения санитарных требований и пропуска по QR-кодам, а также режима работы в ночных клубах и других заведениях общепита усилят в столице республики в новогодние выходные. Накануне специалисты управ и сводной группы оперштаба окружной администрации проверили 37 объектов, в том числе 7 питейных заведений и оптовую базу. В итоге выявлено 5 нарушений в строительном округе. Всего за этот год в суд направлено 112 протоколов. Из них на сегодня суд рассмотрел 85 дел, по которым вынесли штрафные санкции в размере от 30 тысяч до 500 тысяч рублей. Оставшиеся протоколы находятся на рассмотрении. Россельхознадзор временно ограничил ввоз живой птицы и птицеводческой продукции с некоторых территорий Евросоюза из-за распространения там птичьего гриппа. С 27 декабря вводится временный запрет на ввоз в Россию указанной продукции из провинции Оверсейл, Нидерландов. Аналогичные меры с 16 декабря начали действовать на поставки из Португалии. Под ограничения попадает живая птица, яйца, мясо, готовая мясная птицеводческая продукция. Кроме того, запрещен транзит по территории России живой птицы из указанных территорий. В Алданском районе бывший сотрудник ГИБДД предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и совершении служебного подлога в официальных документах. Следствием установлено, что обвиняемая в марте из личной заинтересованности, вопреки интересам службы, незаконно внесла в свидетельство о дорожных перевозках опасных грузов заведомо ложные сведения о соответствии транспортных средств требованиям безопасности дорожной перевозки опасных грузов без их фактического осмотра. Старшим следователем проведен комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки. Завершение года для нескольких нерюнгринцев обернулось финансовыми потерями. Вновь телефонные мошенники обогатились за счет доверчивых граждан на весьма внушительные суммы. Итого, за этот год в Нерюнгринском районе зарегистрировано 192 случая мошенничества. Ущерб составил более 30 миллионов рублей. Подробности в сюжете наших коллег.
Как ни удивительно, но стандартные схемы аферистов продолжают работать. Лжесотрудники экономической безопасности банков, правоохранительных органов и спецслужб убеждают граждан отдать не только имеющиеся средства, но и оформить кредиты, чтобы якобы обезопасить свои счета и имущество. Для жертвы подготовлены самые разные рассылки, липовые документы и техники манипуляции. Итог всегда один – потерянные сотни тысяч и даже миллионы рублей. За истекший год, 2021 год, зарегистрировано более 192 преступлений в сфере дистанционных мошенничеств. Общая сумма ущерба от данных преступлений составила более 30 миллионов рублей. Если мы берем отдельно декабрь 2021 года, то сумма ущерба для граждан составила более 10 миллионов рублей. Основной вид мошенничества в настоящее время – это инвестиции, фейковые страницы, заказ товаров в сети интернет. Еще одна категория жертв – это желающие быстро и легко заработать. Предложения без особых усилий поправить свое материальное положение оказываются приманкой мошенников. Желая заработать на различных инвестициях, граждане дают возможность преступникам распоряжаться своими деньгами и присваивать их. Причем, чем дольше потерпевшие поддерживают связь, тем больше средств удается выманить. Я перечислил 15 тысяч 13 сентября. Они через день мне звонят, говорят, мы заработали всего $100. Давайте еще раз. Потом еще 15 тысяч. Но он говорит, знаете что, давай мы сделаем побольше, потому что на этот суммы смысла нету, время терять. Если сомневаетесь, что с вашими средствами все в порядке, перезвоните по номеру горячей линии банка и перепроверьте информацию. Не доверяйте рекламе о быстром и легком заработке. В преддверии новогодних праздников мошенники активизируют свою преступную деятельность. Берегите свои денежные средства. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. В следующем году Алроса вводит в эксплуатацию карьер «Магнитный». Он находится на месторождении Верхнемунского удачинского комбината. В первом квартале начнутся вскрышные работы и добыча алмазоносных песков. На Верхнемунском месторождении в этом году отработали продуктивно. Коллектив выполнил план на 101%. На карьере Заполярной добыли 3 275 000 тонн руды. Это связано в первую очередь, конечно, с поступлением нового горно-транспортного оборудования. У нас было получено и собрано 9 единиц большегрузных автосамосвалов на базе КАТ 3 семерки грузоподъемностью 90 тонн. Один фронтальный погрузчик КАТ 993 емкостью ковша 15 метров кубических. И экскаватор Липхер. В уходящем году пополнились ряды спасателей. 7 сотрудников месторождения получили дополнительную специальность. Отряд спасателей всегда готов выдвинуться на место возможного ЧП. Сегодня на месторождении не хватает квалифицированного персонала. 80% вахтовиков – люди с материка. В следующем году служба управления персоналом совместно с Центром подготовки кадров и горно-транспортным комплексом продолжит набирать специалистов. Сразу 2 туристических маршрута Якутии объявлены лучшими в стране и стали победителями конкурса «Открой свою Россию» проекта Агентства стратегических инициатив. Конкурс стартовал в июле и проходил в несколько этапов. Из 30 маршрутов финалистов жюри выбрало всего 10. Что предложили якутские туроператоры и чем привлекли экспертов, расскажет Айсена Бурнашова. Полюс холода – самая холодная точка северного полушария. Вы сможете проехать в рамках этого маршрута на собачьих упряжках, окунетесь в шаман-ручей. Посетить Аймякон, познакомиться с Чесханом, ощутить те самые якутские -50. Шестидневный зимний тур «Дыхание северной земли». Путешествие на полюс холода уверенно вошел в десятку победителей. Его автором является команда «Синяя тур». С контрастами северной земли познакомил еще один проект «Победитель. Открой неизведанную Якутию». В программе летнего тура Ленские и Синские столбы, песчаные дюны, сплавы по рекам и рыбалка. Маршрут затрагивает и локации Якутска. За 5 дней, по мнению авторов, туристы познают не только местную культуру, но и себя. Природа станет их главным проводником. Это и оценили на конкурсе.
Мы создаем продукты, отвечающие потребностям настоящего туриста. Не сверху вниз диктуем, как туроператорам создавать свои продукты, а делаем это вместе не только с предпринимателем, но и с непосредственно самими туристами. Мы разговариваем, мы спрашиваем, что вам понравилось, что не понравилось, чтобы вы хотели еще интегрировать маршрут. Не просто путешествие под ключ, но и безопасное, комфортное, отвечающее требованиям современного туриста. Это основные критерии отбора финалистов. Помимо основного конкурса, эксперты также определили и десятку победителей на соискание статуса национального туристического маршрута. Эти проекты будут продвигаться на внутреннем и внешнем рынке. И Якутия снова в числе лучших. Мы в своем отборе отдельный акцент делали на именно стандартах качества и на уровне предоставляемых услуг. И я сейчас с огромным удовольствием эти маршруты назову. «Открой неизведанную Якутию» — активный тур по Якутии, естественно. Якутия действительно неизведанный край с богатой природой, многовековой историей и живыми традициями. И загадки нашего края предстоит разгадать еще многим туристам. Только за уходящий 2021 год республику посетили свыше 100 тысяч путешественников. Уже в следующем году, по мнению экспертов, эта цифра станет больше. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Сегодня отмечается День мирового кинематографа. Дата выбрана не случайно. 28 декабря 1895 года в Париже в Гранд-кафе на бульваре Капуцинов прошел первый сеанс кинематографа братьев Люмьер. С тех пор кино стало частью нашей повседневной жизни. И уже сейчас якутские фильмы известны по всему миру как феномен индустрии последних лет. Именно простота, реализм и искреннее желание творить делают якутское кино особенным. Создателям таких работ удается сохранять самобытность и национальный дух, который так важен для каждого человека. Это как раз то, что так ценятся членами жюри престижных кинофестивалей. Ежегодно из-под пера якутских кинодеятелей выходит по несколько картин, которые становятся известными далеко за пределами региона. Заданный уровень местными деятелями киноиндустрии не планируется сбавлять и в грядущем году. Для этих соображений в этом году мы работали над концепцией. Старая концепция кино, она устарела, поэтому новую запустили. То есть мы над ней работаем, завершаем. То есть своего рода дорожная карта на ближайшие 5 лет. А также закон о кинематографии. То есть у многих были вопросы, что за закон о кинематографии. Но мне кажется, для того, чтобы якутское кино дальше развивалось, нам нужно систематизироваться. И для начала нужно иметь свой закон. Об этом говорил глава в своем послании, что нужно поддержать этот проект закона о кинематографии Республики Саха-Якутия. Тем временем 2 якутских фильма попали в топ-15 лучших российских фильмов по версии Esquire. Так, фильм «Нуча» Владимира Манкулова отмечен как первый заметный и удачный эксперимент по объединению витальности якутского кино и экспертизы кино московского. Драма о якутской семье, вынужденной содержать русского ссыльного. А кинокартина «Ид» Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашова стала настоящей деревенской прозой, которая угасла в русской культуре с уходом Шукшина и Распутина. В Ленске открылся каток для массового катания на коньках. В выходные желающих провести время с пользой было хоть отбавляй. Чтобы получить инвентарь, нужно было выстоять большую очередь. Наши коллеги с подробностями. Екатерина Тарасевич сегодня впервые встала на коньки. Женщина пришла на каток с дочерью, которая терпеливо обучала маму азам фигурного катания. Девушки улыбались и шутили по этому поводу. Потом, взявшись за руки, вместе проехали первые круги. Ну вот, девочку, да, обучаем. И сама первый раз стала на катки прям вообще. Да? Получается? Не очень. У Екатерины, как у новичка, отлично все получалось. Она уверенно стояла на коньках, и ей удалось за 2 часа ни разу не упасть. Женщина осталась довольна и добавила, что теперь каждые выходные будет находить время выбраться на каток. А вот Ярослав Шафранский на коньках стоит уверенно. Может и показать несколько трюков. Он постоянный посетитель катка. Каждые выходные это интересно. Учусь кататься. Познаю катание, так сказать. Я прихожу с друзьями. Ну, кататься, так сказать, я не умею особо. Просто чисто прихожу для кайфа кататься.
Ярослав с друзьями пробыл на катке более 4 часов. Периодически греясь, в теплой раздевалке снова выходил на лед. Так здесь делают многие. Как и прежде, прокат бесплатный. Коньки в наличии любого размера, от малышей до великанов. И хватает инвентаря для всех желающих. Да, инвентаря хватает. Практически получается то, что одни сдают, другие берут. И как бы у нас особо нет, чтобы кто-то ожидал. Здесь все. А у нас прокат бесплатный. Наталья добавила, что посетителей очень много. Идут они с утра до самого закрытия. Работаем мы вторую неделю, посещаемость хорошая. Ребятишки ходят с большим удовольствием практически. И все довольны, рады, веселые выходят. И туда заходят, там у нас музыка хорошая. Вот, так что мы очень рады, и они рады нам. Ждали, кстати, очень долго, когда откроется. Каток будет работать все новогодние выходные с 12 дня до 8 часов вечера. С 3 января откроется лыжная база. Для нее закуплены новые тюбинги и лыжи, которыми могут также бесплатно пользоваться все посетители. Для отдыхающих откроется и буфет, где можно будет приобрести свежую выпечку и горячий чай. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Порой, чтобы под Новый год исполнилась мечта, необходимо приложить самостоятельные усилия. Именно такого мнения придерживается 12-летний Ариан Еремеев. Пользователи Твиттера заметили объявление мальчика. Тот предлагал свои услуги по выносу мусора всего за 150 рублей в месяц. По словам школьника, несложная работа позволит накопить ему на свою мечту. А вот на какую именно, расскажет Саргалана Неустроева. Именно это письмо, адресованное соседям, совсем недавно взорвало якутское твиттер-комьюнити. Объявление Ариан написал еще в октябре, но популярность оно обрело только сейчас. Грамотность изложения, четкие инструкции и стремление зарабатывать на свои мечты самостоятельно, несмотря на юный возраст, покорили пользователей сети. Некоторые даже помогли Ариану приблизиться к мечте и без выноса мусора. К слову, копит Ариан, как оказалось, на VR-очки. Много уже у тебя накопилось? Довольно много, да. Довольно много накопилось уже денег. Когда это было? Где-то в ноябре, в начале ноября, я помню. Первое объявление, первые заказы пошли вот в этом подъезде. Человек 30 мне писало, и несколько человек хотели со мной лично встретиться. Мотивирует то, что ты за работу получаешь деньги. То есть это на еду и так далее. Энтузиазм интернет-сообщества родители мальчика не одобряют, хоть и благодарны за добрые отзывы. Признаются, популярности они не искали, а уж тем более они рассчитывали на щедрость интернет-пользователей. В Ариане они воспитывают самостоятельность. Именно мама мальчика предложила ему самому накопить на VR-очки и идеи заработка. Конечно, хотелось бы, чтобы он сам своим трудом все это понимал, чтобы узнавал, что такое зарабатывать. А вообще мы его с самого детства учим финансовой грамотности, что такое работа, объясняем, чтобы он к началу взрослой жизни уже был готов ко всему. По словам мальчика, в месяц ему удавалось заработать порядка 1500 рублей. До Нового года купить заветные очки Ариан бы не успел. И все же то ли это новогоднее чудо, то ли просто удача, но уже совсем скоро Ариан осуществит свою мечту. Самое главное, что такой образ жизни совсем не вредит учебе Ариана. В дневнике школьника одни 4 и 5. Опыт работы у него уже имеется, и труд совсем не в тягость. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. В преддверии Нового года наши коллеги из программы «Утро Якутии» приготовили необычный новогодний выпуск. Вместо студийного павильона – необычный транспорт. Вместо новогодних реквизитов – зимний и морозный Якутск. Подробности в материале Ирины Григорьевой. Доброе утро, дорогие наши телезрители! Это утро мы решили начать для вас в необычном месте. Команда «Утро Якутии» приготовила для своих зрителей новогодний сюрприз. Вместо студии – пассажирский автобус «Лиаз», а за окном – зимний Якутск. Съемки проходили внутри атмосферного автобуса с кондукторами в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. И даже опытный водитель Николай Афонин за баранкой сидел в нарядной шапке. Наш автобус отправляется в новый 2022 год. Обычный пассажирский автобус превратился в волшебный. Прохожие успевали в мороз делать селфи, ведь красный автобус из известной рекламы у многих поднял настроение. «Утро Якутии» подготовило специальный подарок для зрителей телеканала «Якутия-24». А в этом им помогли сотрудники и, можно сказать, вся якутская пассажирская автотранспортная компания. Сотрудники украсили своими руками вот такой пассажирский автобус. Более 100 метров светодиодной ленты понадобилось для того, чтобы украсить автобус в 13 метров в ширину. Благодаря почти ювелирной работе электриков ЯПАК это удалось сделать в кратчайшие сроки.
130 метров было диодной ленты с наружной части автобуса заклеено. Также внутренняя часть — это гирлянды и лампы. Все у нас на преобразователе с 24 на 220. Съемки проходили в экстремальных условиях, когда за порогом почти минус 50. Камеры замерзали, операторам приходилось их отогревать, а бодрые ведущие согревали всех своей харизмой. Ограниченное пространство вроде простая, но трудная задача для операторов. Специально для съемок даже пришлось убрать часть сидений. Как сделать правильный ракурс во время движения автобуса, выстроить точный баланс при освещении и не нарушить композицию. Главное для съемочной бригады – это красивый кадр. Команда «Утро Якутии» подведет итоги уходящего года, вспомнит яркие моменты и пригласят в роли пассажиров интересных гостей. Для меня лично было очень интересно и приятно видеть вот именно работников телевидения, потому что мы их каждый день видим на НВК Саха, на Якутии-24. Мы с ними вместе чай пьем, мы их всех знаем в лицо. Предсказание звездочета, новогоднее меню и как загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось. А главное, произойдет в конце праздничного выпуска – вкусный музыкальный десерт. На самом деле ощущения очень даже замечательные, потому что это для нас тоже опыт, потому что надо уметь как-то ко всему подстроиться. И тем более артисты, такой же как раз-таки народ, который может выступить где угодно, как угодно, когда угодно. Поэтому мы с удовольствием приняли участие. Да. Немного шуток, веселья и фейерверка, и предновогоднее настроение вам на 31 декабря вам будет обеспечено. Ведь праздник к нам приходит с утра Якутии. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами. Еще больше новостей на наших сайтах. До встречи в эфире.